Добрый день, уважаемые коллеги. Вначале хотел бы просто рассказать несколько о тех или иных моментах, которые интересуют людей республики, вас интересуют. По итогам полугодия я ничего говорить не буду, тенденция в принципе сохраняется. Есть несколько отраслей, которые испытывают сложности, вернее, даже не отрасли, а номенклатурные такие направления. А так в целом экономика, инвестиции, они сохраняют свою положительную тенденцию. Поэтому не буду распространяться, и вы посмотрите статистику, аналитику, уже 7 месяцев прошло. По итогам 7 месяцев то же самое сохраняется. По тем важным сезонным работам, которые всегда находятся в центре внимания руководства республики, первое – завоз товаров. У нас сегодня идет с опережением по уровню прошлого года. В целом, арктическая навигация только начинается. Накопление произошло. Мы сегодня обращаем внимание по арктической навигации доставка своевременных грузов для Среднеколымского района с учетом ситуации, которая там сложилась. Далее, сегодня есть определенная сложность в верховьях реки Лены в связи с отсутствием воды. Уже 3-й год мы испытываем отсутствие воды, и это достается многим потребителям Верхней Лены, в частности, Ленского района. И в связи с этим изучается вопрос переадресовки грузов для Алроса через Нижний Бестях. Оставшийся объем, это традиционно уже тоже 3-й год происходит. И мы постепенно будем ставить вопрос будущего года накопления грузов для Ленского, Лекумского районов у нас в Центральной Якутии. В Верховье уже дает сегодня традиционно проблема во второй половине навигации. Сегодня кормозаготовительная компания тоже идет с опережением по сравнению с прошлым годом, но травостой неплохой, но при этом говорить о том, что хороший, тоже нельзя, потому что во-первых, центральная группа районов, в Вилийском районе наблюдается засуха, повышенная температура, малое количество осадков дает свои последствия. Но по запланированному объему для того, чтобы обеспечить зимовку, мы заготовим. Проблема по Арктическому улусам в Абыйском, в Среднеколымском районах. Абыйский улус справится со своей задачей, а Среднеколымский район нет. Поэтому сегодня мы запланировали заречную группу районов, насколько возможно, заготовить для Среднеколымского района дополнительно корма, чтобы завести зимником. Мы вначале планировали водой доставить, но водой, если экономически посчитать, то она дороже, чем автомобили зимой возить. И мы сегодня перед среднеколымскими нашими коллегами ставим задачу, насколько возможно, заготовить до открытия зимника. Это если 40% плана выполнить, то они должны выйти из ситуации, а остальное мы завезем в зимнее время. Что касается подготовки к зиме, это тоже идет пока по графику, доставка топлива, угля и жидкого топлива идет тоже по плану, отгрузка тоже идет по плану. Есть определенная проблема по подготовке в некоторых районах к зимнику котельного хозяйства в связи с определенными сложностями, финансовыми сложностями государственного унитарного предприятия ГУП-ЖКХ, но я думаю, что в августе ситуация выправится. По отдыху детей
сезоны мы организовали хорошо в этом году. Внимание было обращено как раз тем детям из наследников, которые подвергнуты стихийному бедствию. И дети все были по заявкам родителей и местных органов власти вывезены в город Якутск и Сочи для организации летнего отдыха. Я побывал, когда в Среднеколымском районе на Слегах, и Березовке, и Аргахтахе, и Сватае, то слышал слова благодарности, потому что все дети были вывезены по просьбе, оставлялись на вторые и третьи сезоны подряд, по желанию. Поэтому сезонные задачи в основном сегодня решаются. Далее, какие вопросы еще интересуют? Ну, наверняка интересуют вопросы перерасчета тарифов. 31 июля постановление наконец-то правительство Российской Федерации вышло. Мы все со своей стороны все сделали, чтобы быть готовыми. Перечень, реестр составили предприятий, предпринимателей. И перерасчеты на этой неделе начнутся. Все наши службы готовы. Последние тонкости, последние штрихи должны подвести антимонопольная служба федеральная. Я думаю, что сегодня-завтра это сделают. Еще что я могу сказать. Вчера я проверил исполнение указа главы республики по развитию здравоохранения. Мы в прошлом году принимали такой указ, определили два направления. Это формирование вежливой медицины. Я думаю, что в этом плане очень много сделано, хотя задача полностью не решена, но дорожная карта сделана, и сегодня в этом направлении движение идет. Медики поняли о том, что даже такое отношение, просто нормальное отношение к пациентам, нашим людям, поднимет авторитет медицины. Там рубли не нужны, там просто нужны конкретные человеческие отношения со стороны медиков. И эта работа в большинстве случаев уже происходит. Формируются новые формы организации приема граждан. Много чего хорошего делается. Я уже видел это на деле и в городских поликлиниках, и в районных. Мне очень нравится, например, деятельность Верхневилийской поликлиники. Там прямо с первых дней все было сделано. Народ очень доволен. Это главное слышать желание людей с так хорошим настроением идти, проходить профилактические осмотры, лечиться и так далее. Но второе направление – это развитие высокотехнологичной медицины. Я даже пытался сроки ставить в прошлом году. Кохлеарную имплантацию для детей уже начинается с 2017 года. И эта задача уже выполнена. Сегодня эту сложную операцию наши уже сделали, по-моему, в июне месяце. Мы сегодня работаем и по другим направлениям. Наши готовятся, специалисты уже, по большому счету, можно сказать, даже готовы по пересадке сердца в наших центрах. Ну и очень большое внимание было уделено развитию телемедицины. Я вчера специально провел видел работу наших медиков в Центре телемедицины в РБ-2, испытал это кабинет, мы связались с Булунским районом, с Абыйским, Верхнеколымским, Молданским, Неренгринским, Мирнинским, Великониколаевскими районами мы успели. И, конечно, это надо представить, это видеть. Любой больной может получить консультации с Якутска
по определенным болезням, острым болезням или сложным болезням, чтобы выбрать правильную методику лечения, правильную постановку диагноза. С этой точки зрения мы, чувствуется, продвинулись, очень такой большой шаг сделали вперед. И, соответственно, это даст возможность консультироваться и с ведущими медицинскими учреждениями Российской Федерации. И, соответственно, есть даже опыт обращения к международным центрам за пределами Российской Федерации. Это, конечно, очень хорошо. Я думаю, что это надо будет развивать. И здесь что решается? Во-первых, решается задача фильтрования вызова санавиации. Потому что иногда бывает так, что санавиация приглашается, а санавиация – это достаточно большие затраты, и непосредственно больной или медик обращается к нашему центру катастроф и получает соответствующую оценку по отношению к больным и принимается решение, доставить в Якутск или нет, или наоборот, принимается очень оперативное решение, когда нельзя долго ждать, и при этом непосредственно консультации каких-то определенных операций для проведения, для лечения больных. То есть очень много здесь преимуществ. Мы, конечно, вчера выявили определенный камень преткновения в этом плане. Это все-таки нам необходимо дальше заниматься синхронно с развитием телемедицины, синхронно с развитием связи. Потому что нам необходимо принимать дополнительные меры. Об этом мы вчера договорились и будем заниматься вместе со связистами в этом вопросе. Ну, еще что рассказать. Я думаю, остальные вопросы вы зададите, я вам отвечу. Пойдет такой подход? Приемлем? Пожалуйста. Егор Афанасьевич, вы сейчас активно занимаетесь проработкой исполнения поручений президента России о развитии малой авиации на Дальнем Востоке. И недавно вот встречались в Москве с главой Росавиации. Скажите, какие конкретные шаги предпримут власти Якутии, чего ждать людям? Но мы этот вопрос постоянно держим под контролем, потому что, в отличие от других субъектов Российской Федерации, доступности к транспортному обеспечению в основном сегодня в республике для северных районов, ну не только для северных, для отдаленных районов ведется авиацией, пользуются люди услугами авиатранспорта. А у нас в этом направлении очень много проблем. Во-первых, конечно, нам необходимо развивать портовское хозяйство, чтобы устойчиво принимать те или иные виды летательных аппаратов. И мы поставили вопрос о том, что реализовать программу реконструкции аэропортов, которые есть в Якутии. У нас в планах более 20 аэропортов реконструировать. Росавиация нас поддерживает, и, соответственно, поручениях президента это направление уже отражение получило. Далее мы ставим о том, что если еще в течение 3-4 лет не решим летательные аппараты в целом по стране, в том числе, в частности, в Якутии, то будет коллапс. Это два вида летательных аппаратов. Первый уровень, это речь идет о вопросах малой авиации, потому что взамен Ан-2 мы самолеты, к сожалению, отечественные не получаем, и пытаемся искать самолеты за пределами Российской Федерации. Это, с одной стороны, очень дорого, с другой стороны, сертификация, техническое обслуживание тоже очень сложно. Поэтому этот вопрос тоже получил отражение в поручениях президента Российской Федерации. Мы свои предложения до ноября месяца 2017 года представить должны. И второе, конечно, взамен среднемагистральный типа Ан-24 тоже самолеты нужны. Мы вынуждены сегодня обращаться тоже за пределами Российской Федерации. Вот мы эксплуатируем самолеты «Бомбардье» класса
И, соответственно, но при этом, если похоже на бомбардир самолеты есть заграничные, типа там французские самолеты и так далее, но, к сожалению, они по определенным требованиям или по определенным параметрам они для республики не подходят. Поэтому здесь тоже вопросы возникают, и мы сегодня этот вопрос поставили перед Министерством промышленности Российской Федерации, и, соответственно, такое же поручение дал президент Российской Федерации. Далее мы обсудили в связи с этим вопросом с Александром Васильевичем Нерадко, руководителем Росавиации, вопрос еще поддержки по вертолетам. Вертолеты очень дорогой летательный аппарат, даже дороже, чем самолеты. Поэтому для самолета пользуется механизм покупки через лизинговые операции, то на вертолеты не распространяется этот механизм. Поэтому мы попросили помочь нам поставить этот вопрос перед правительством Российской Федерации и заручиться поддержкой Росавиации. Они это поддержали. Поэтому мы по вертолетам тоже будем работать в продвижении вопроса приобретения по лизинговым операциям. Но кроме того, мы рассмотрели вопросы реконструкции полосы в городе Якутске. Там мы единственные, с учетом того, что у нас работает одна полоса, вторая полоса, которая должна реконструироваться в течение 18-19 годов, то мы ставим вопрос о том, что очередями построить, чтобы не было перерыва в полетах самолетов класса Boeing 737. Это 1500-1600 метров. Я думаю, мы это договорились. Я просто хочу до вас довести, что в средствах массовой информации почему-то появилась информация о том, что самолеты типа такого же класса со стороны С-7 и Аэрофлота летать не будет. Это абсолютно неправильно. Росавиация заверила и обеспечивать полет самолетов таких классов будет обеспечен. Поэтому я прошу это довести до людей и не паниковать. И, соответственно, технологии позволят нам принимать такие классы самолета. Это то, что сегодня летают. Вот так, пожалуй, отвечу на ваш вопрос. По малой авиации поговорили, по большой авиации вам население постоянно задает вопросы по тарифам, да? И сейчас вы мониторите, что идут публикации, особенно от нашей коллеги, про возможный картельный сговор, о том, что авиакомпания «Якутия» получила солидную поддержку бюджетную, и все равно тарифы очень высокие. Но здесь я хотел бы ответить следующее. Мы в стратегическом плане перед собой поставили задачу сохранить авиакомпанию «Якутия», создать конкурентную компанию. Но вы помните, 3 года назад было, 3-4 года даже назад было начало большого общего кризиса для авиации страны, когда все авиакомпании Российской Федерации приобретали самолеты по лизингу, притом в основном по долларовому лизингу. В результате, скажем, спада курса рубля, там очень резкий скачок был. Курс доллара, вы знаете, да, 2 раза. И все испытали определенные сложности. К сожалению, у авиакомпании «Якутия» было лизинговые операции оформлены были все в долларовом эквиваленте по лизингу. Условия лизинговые такие были. Даже отечественный самолет Суперджет-100 тоже был долларовый через веб-лизинг. И в результате мы, конечно, при сложной ситуации и так было, она стала вообще критической. Поэтому Республика Саха-Якутия, правительство приняло решение поддержать эту компанию. Теперь многие задаются, а почему поддерживать компанию «Якутия»? Могли бы просто отдать все эти рейсы направления Аэрофлота, С-7 другим компаниям.
Мы из таких соображений сегодня держим и объединенное Ленинское речное пароходство. Дело в том, что мы вынуждены будем их содержать и вынуждены будем их поддерживать по одной простой причине. Смотрите, сегодня, вот на сегодняшнюю дату билеты на Москву аэрофлота 60 тысяч рублей. С7 где-то 45 тысяч рублей. Авиакомпания Якутии 41 тысяча рублей. То есть мы что хотели стратегически? Мы хотели иметь устойчивую работающую авиакомпанию Якутия, которая могла бы взять на себя нагрузку, чтобы регулировать и обеспечивать вот такие маршруты, как Якутск-Москва, Якутск-Сочи, где массой обеспечиваются полеты наших пассажиров. И мы могли бы, учитывая, что это будет подконтрольной правительству Якутии компания, могли бы регулировать тарифы с точки зрения экономически обоснованных. Те компании, которые к нам пришли, они с учетом нагрузки, с учетом рынка, они сегодня навязывают и рыночную стоимость билетов. И если бы мы обеспечили конкурентную авиакомпанию Якутии, то она могла бы давить и демпинговать, если хотите, цены на авиабилеты, которые обеспечат это направление. Сегодня, к сожалению, компания Якутия с учетом большой нагрузки и с учетом того, что у него сил не хватает, это обеспечить не может. Но при этом даже мы стараемся вот эту цену держать ниже, чем те, которые нам навязывают иногородние компании. Если мы устойчивую работающую компанию сделаем, то этот вопрос само собой будет регулироваться. Вот что происходило, например, когда авиакомпания Якутия обеспечивала маршрут, скажем, Певек-Москва, там Анадырь-Москва, Камчатка-Москва, Магадан-Москва. Тогда мы очень хорошо регулировали этот рынок в свое время. Но потом пришли типа как компании, которые обанкротилась, как называется? Трансаэры. Они пришли и искусственно начали демпинговать и нас выбили с рынка. И вот все это в совокупности потом создала сложности для нашей авиакомпании, мы доходы теряли. Но потом сегодня все набирает обороты. Компания в этом году по полугодию намного улучшила, на 30–20% улучшила показатели прошлого года. И мы сегодня видим о том, что из того ступора, который было года 3 назад, компания вышла, а нам необходимо сегодня создать, чтобы она развивалась, не только выходить из этой ситуации. Поэтому дорожная карта есть, определенная этапность есть. Вот в рамках этого мы сегодня занимаемся и поддерживаем. Нам необходимо сегодня примерно для того, чтобы компания устойчиво работала, около 5 миллиардов. 2,5 миллиарда мы решили. Я думаю, дальше будем работать и выведем эту компанию на устойчивую работу. Тимофей Ефремов, Якутия Инфо. Егор Афанасьевич, у меня к вам два вопроса. Первый касается тарифов на газ. Предпринимательское сообщество уже давно добивается того, чтобы была пересмотрена методика формирования, а для этого нужно узнать их составные части. И в этом плане мнение существует, что Сахатранснефтегаз не соблюдает стандарты раскрытия информации. Вот будете ли вы содействовать в решении этого вопроса предпринимателям? И второй вопрос – это о том, что вот у нас в республике развивается гражданское общество, одним из элементов его является обсуждение важных вопросов, ключевых с обществом. И как вы относитесь к предложению вынести вопрос возможной продажи пакета акций Алрусунирба на всеобщий референдум, чтобы уже там общество решало, продавать эти акции или нет, поскольку это источник стабильных поступлений в бюджет, и продажа этих акций – это потеря курицы, которая несет золотые яйца. Что касается тарифов на газ, я уже в таком кругу уже отвечал. Мне бы хотелось, чтобы клуб редакторов был постоянный, чтобы каждый раз не повторяться на одном и том же вопросе. Я просто хочу сказать, что тариф на газ в республике состоит из нескольких составляющих. Первое – это расходы на добычу газа. Второе – это расходы на транспортировку газа.
И на третье это расходы на разведение газа по населенным пунктам. И из трех составляющих формируется цена на газ. Первая составляющая – это затраты якутской топливно-энергетической компании на месте добычи. Вторая – это затраты Сахатранснефтегаза. Для того, чтобы формировать этот тариф, сегодня занимается антимонопольная служба Российской Федерации. Они разбираются по каждому пункту затрат, и они же формируют этот тариф. Республика Саха-Якутия через определенную структуру, которая называется Государственный комитет по ценовой политике, пытается участвовать, обосновать те или иные тарифы. И по энергетике то же самое, и по газу то же самое. С учетом, во-первых, экономической обоснованности этих расходов, потому что мы понимаем, доходы должны закрывать расходы. Мы не можем по настроению некоторых товарищей или некоторых групп людей о том, что это высоко или низко, давайте принимать такое-то такое. То есть это такие расчеты должны проводиться именно с участием специалистов, а не по настроению. Потому что мы живем в условиях рыночной экономики. И исходя из этого сегодня выбирается тот тариф, который утверждается антимонопольной службой. Да, мы по отношению, например, той составляющей, которая была по отношению к добычным расходам, там были в свое время заложены определенные инвестиционные надбавки, которые не были отражены потом конкретными фактами, мы по ним свои претензии предъявляли и пытались снижать. И мы добивались этого. Но по транспортировке то же самое. По транспортировке почти мы рентабельность не показываем, заставляли Сахатранснефтегаз показать нулевую. А то, что касается по разведению по сетевому хозяйству, то там определенную рентабельность мы предусматриваем, потому что мы строим газопроводы в республике. И определенный час говорим Сахатранснефтегазу, вы сами строите. Вот они этим занимаются. Поэтому общей сложностью она формируется как одна цена, и, соответственно, мы каждый шаг, каждый путь и каждый участок затрат, в принципе, представляем, насколько они обоснованы, не обоснованы. Вот это один вопрос. То есть мы не можем, утром проснулись и сказали, ребята, высокий тариф, давайте сегодня столько-то снизим. Так не решается вопрос. Так, что касается продажи Алроса Нюрба через общественные формирования, законом это не предусматривается. Мы не можем обратиться просто общественности сказать, продавать или не продавать, или закон не предусматривает. У нас есть закон о приватизации, закон о собственности и так далее. Там публичность, именно так, принятие таких решений там нет. Мы просто при принятии решений всегда имеем в виду то настроение, которое присутствует в общественности. Но при этом всегда подразумеваются прежде всего цели и задачи принимаемых решений. Поскольку куда они направлены? В интересах людей или в интересах кого-то другого. Вот с учетом этого принимается. Решение по Алросу Нюрба акции, уже сегодня конкретное направление, куда расходоваться эти должны средства, они есть, они все направлены в интересах людей. Ни одного другого чужого интереса там нет. Можно я вдогонку к вопросу Тимофея? Там же основная проблема, из-за которой предприниматели обращают внимание на ценообразование по газу, что очень большой процент, 20% от стоимости приходится на инвестиционную программу, и вот эту инвестиционную программу компания не раскрывает. Хотя, вот, казалось бы, это же публичная информация, куда строят газопроводы, в каких объемах и так далее. Вот на это как-то можно повлиять? Спасибо. В первых порах тоже мучились, это мы сами мучились, потому что в основном инвестиционная надбавка ЯТЭКа была заложена. И они вначале очень долго упирались, потому что мы не могли потребовать в соответствии с законом, потому что не мы формируем это, мы в рамках только потребителей являемся в данном случае. Первоначально так мы представлялись. Потом я встречался с Артемьевым,
руководителем антимонопольной службы Российской Федерации. И мы поставили вопрос ребром. Или мы видим, или мы блокируем вообще деятельность компании. Но бывает и до такого доходит, потому что другого варианта нет. И после этого они стали нам давать, чем занимаются это ЕТЭК, что они строят. Они в основном направили это на строительство так называемого перерабатывающего производства. Вот они обосновали свои затраты надбавки инвестиционные этим. И мы будем сейчас жестко требовать, потому что мы договорились, что теперь без позиции республики, в частности антимонопольная служба, сходы решений принимать не будет. Потому что результатом нашей встречи с руководством антимонопольной службы была достигнута именно таким образом. Пожалуйста. Сейчас весь, город Якутск так точно обсуждает ваш визит, значит, в Департамент градостроительной политики. И вот хотелось, мы читали ваши комментарии на вашем сайте, в Инстаграме и так далее. Хотелось бы еще раз вернуться к этой теме. И какие последствия, вот это частный же случай будет, но я так понял, что после вашего совещания стоит вопрос о создании... Кого увольнять будем, да? Не обязательно кого выполнять. Как вообще исключить, что будет сделано для того, чтобы исключить вот подобные практики? Я думаю, что с первого раза ставят такие жесткие требования о том, что сегодня увольнять это. Если каждый визит мой будет связан с увольнениями, это будет достаточно сложно восприниматься. Во-первых, и там же тоже люди работают, тоже ответственность определенно должна быть. Поэтому мы начнем, скажем, с того, что навести порядок. Что за этим визитом кроется? У меня такая форма работы постоянно присутствует. Наверное, знаете, где-то публично, где-то не публично. Я постоянно бываю в больницах, магазинах, на рынках. Но бывают и такие, которые я специально готовлю, для себя готовлю, чтобы разобраться. Вот в этом визите, что я две задачи для себя видел. В чем проблема именно, когда наши структуры, и федеральные, и муниципальные, и республиканские, обслуживают население, чего не хватает, чтобы люди становились недовольными, оставались недовольными. Потому что это сигналы я постоянно получаю. И это первая была задача, разобраться, в чем причина, почему именно тормозится, почему это... И вторая, все-таки я понимал и понимаю, всегда это подчеркивал, что во многих случаях все-таки ответственность чиновников, служащих, она низкая, в результате которой появляются такие понятия, как равнодушие, безответственность, вообще невосприятие той остроты, которые обращаются граждане. Это не раз я отмечал. И при этом я хотел все-таки видеть, в чем именно заключается эта проблема, где это, что происходит. Вот эти два момента я еще раз подтвердил, выяснил, попытался решить. И в результате получилось так, что когда предоставляются услуги, первую задачу, которую я ставил уже лет, наверное, 5 назад, о том, что отбить чиновника от граждан, мы добились. То есть сегодня чиновник, который принимает решение, не видит человека. То есть это мы отбили от коррупциогенности. То есть когда чиновник контактует с потребителем, у него появляются разные, скажем, соблазны, договариваться, получить взятки и так далее. Вот это мы исключили. Но с другой стороны, человека превратили в определенную бумагу. Вот человек с заявлением обратился за услугой, и эта бумага двигается по структурам, по органам власти, чтобы человек получил ответ. Вот здесь все-таки межведомственное взаимодействие между, на данном примере это речь идет многофункционального центра, регистрационной палаты, кадастровой палаты, структур города Якутска, мэрии города Якутска,
которые, например, по земельным вопросам в городе Якутске должны взаимодействовать. Здесь смычка или ответственность взаимоотношений и при этом конкретные сроки и так далее до конца не отрегулированы. Отношения, ответственность чиновников здесь как бы не регламентирован и он не повышен. Это не повышена эта ответственность и реакция людей и чиновников к тем обращениям, которые представляют граждане или за услугами, заявления и так далее. Поэтому первый вывод, что все-таки нам необходимо еще раз обратить особое внимание и регламентации межведомственное взаимодействие наших участников этих процессов, органов власти, муниципальных, государственных, региональных, государственных, территориальных, федеральных. Вот это вопрос еще раз оголен, и вчера я провел совещание по этому поводу. И второе, это непосредственное отношение людей к таким заявлениям граждан. Людей ответственных, которые называются служащими, муниципальными, государственными. И я непосредственно сам почувствовал это, когда обращался. Я пытался найти цепочку, многофункциональный центр, регистрационная палата и непосредственно исполнитель, это городской департамент по градостроительству. И когда я позвонил туда, я получил очень такой черствый ответ служащего на том конце провода. А если человек, когда обращается, гражданин простой, чиновники, у нас же просто элементарное правило же есть. Поднимаешь трубку и представляешься, такой-то, такой-то слушает. Вчера по WhatsApp распространили даже на эту тему определенную шутку, честно говоря. Это коллаж какой-то. Но это правда. Человек должен представиться. Этого не произошло. Я вынужден был поехать там на месте разобраться. И поэтому второе решение принято. Все-таки на это решение я давал поручение еще по первому случаю, когда была реакция на некое заявление главного архитектора города Якутска. И тогда я на совете органов самоуправления давал поручение Кодекс чести чиновников добавить пункты об ответственности чиновников. Я думаю, этого недостаточно. Поэтому вчера дал поручение сделать регламент или через закон, или через указ республики, главы республики, или через закон республики. Регламент действий государственных служащих, муниципальных служащих в Республике Саха-Якутия на заявление граждан республики. Как должен действовать чиновник, как должен реагировать. Такой регламент будет. Такое поручение дано администрации главы и правительства республики формировать и зимой принять. Тогда, может быть, появится и при поступлении на работу работающий чиновник, государственный служащий, муниципальный человек. Вы знаете, когда вы идете обследоваться, например, в медицинских учреждениях, вы подписываете договор. Кто-то вникает в этот договор, кто-то не вникает и подписывает договор. Он берет на себя ответственность за последствия, то, что произойдет в рамках этого договора. Примерно такое же мы сделаем по отношению к чиновнику. Он будет поступать на работу, он подпишет, и там будет указано, как он должен действовать по отношению к гражданам, которые к нему обращаются. В этом случае он нести будет ответственность, и легче будет за ним контролировать, проследить. Если будут жалобы, он будет нести ответственность, потому что он подписал этот документ. Собственноручно, мы так сделаем, я добьюсь этого, чтобы такой документ был принят в республике. Егор Афанасьевич. Два момента. А что касается миграционной службы, в которую я тоже заехал, разбирался, тоже два момента было. Во-первых, конечно, у нас мигранты поступают из двух категорий стран. Первый – это Евразийский союз. Там те граждане, которые состоят в Евразийском союзе, они имеют свободный доступ, по большому счету. Они могут превратиться и в граждан Российской Федерации. К ним никаких ограничений нет. Ни квотирования, ни так далее.
А с другой стороны, есть страны дальнего зарубежья, или которые не включены в состав Евразийского союза, то они уже квотируются, они уже регулируются и так далее. Вот по этим двум категориям мы все-таки имеем очень много мигрантов, которые выходят за рамки так называемых регулируемых процессов. Я попросил Народный фронт участвовать активно в этом плане с миграционной службой в проверках, потому что наши руководители хозяйствующих субъектов, это мы сами лукавим о том, что именно руководители, они записывают заявку на 20 иммигрантов, а принимают работу на 100 мигрантов. Потому что они заинтересованы как на дешевой рабочей силе. При этом оставляя за бортом наших людей, собственных жителей республики, которые нуждаются в такой же работе. Поэтому мы будем сейчас ужесточить требования к руководителям таких хозяйственных субъектов, будем, насколько возможно, найти механизмы ограничивания получения от государства заказов. С другой стороны, будем штрафовать в рамках закона и будем их как-то воспитывать, иначе мы порядок не наведем. Потому что там регулировать сложно, это федеральные полномочия. Но мы, насколько возможно, подключим общественность. И второе, я попросил вчера министра внутренних дел и Министерству гражданской инициативы дал поручение создать наподобие общественных движений дружинников, которые непосредственно помогли бы миграционной службе. Это первая часть вопросов. И вторая часть вопросов – это деятельность паспортного стола, где загранпаспорта дают, там определенный порядок установлен, там электронное обслуживание, электронная запись, и очередей там нет. А там, где российские паспорта дают, там, конечно, по старым меркам подходы и, соответственно, живая очередь. Люди приходят в пятницу, становятся в очередь, чтобы в понедельник вечером попасть. Это не порядок. Поэтому мы договорились там тоже навести порядок и будем оказывать помощь. Ну, соответственно, большая проблема – это у федеральной структуры нет помещений. Я дал поручение правительству в течение зимы обеспечить помещением. Посмотрим, какое решение найдет правительство. Егор Афанасьевич, вот хотел как раз вот в тему эту сказать, насчет равнодушия чиновников и служащих по архитектуре как раз. Вот здесь в центре города, возле площади Орджоникидзе, ведется строительство, вырыт котлован за 4-м магазином, и этот котлован, как мы выяснили, должным образом не изолирован, то есть там приостановлена работа, а котлован он не закрыт должным образом, и там идет оттайка грунта. Есть угроза обрушения торца 4-го магазина. Мы направили запросы как раз в управление архитектуры и в стройнадзор. Вы хотите, чтобы я пошел проверил сам лично? Нет, вопрос в том, что нам отпиской ответили, что, дескать, это все должен решать застройщик. Но, получается, риск-то существует обрушения, а и никто не хочет реагировать, чтобы проверить, действительно он есть или нет, там угроза жизни людям. Получается, вы там живете, да? Нет, а там же люди тоже живут, не обязательно я. Но вопрос в том, что существует риск обрушения, надо выяснить, есть он или нет. Кого представляете, господин Ефремов? Прессу, СМИ. А? Журналист. Ну, а вы написали бы более жесткий аналитический материал? Ну, пишем, но просто имеется в виду, вот вы говорите, что должным образом должны реагировать, но этой реакции нет. Значит, не остро пишите. На фактах надо писать. Тогда отреагируют. А если вы как новость рассказываете, они не отреагируют. Нет, мы направили конкретный запрос. Нам ответили отпиской банальной. Ладно, хорошо, я вам помогу, как написать. Нет, мне хочется просто обратить ваше внимание на ситуацию, что вот здесь вот как раз-таки тот пример, когда люди халатно относятся к работе. Я согласен обратить внимание, но, понимаете, я, хотя я представляю власть, но я в одном лице. Я могу обратить внимание на все вопросы. Но при этом физически может не хватать меня в этом плане. Я могу дать поручение, я могу потребовать. И то иногда бывает так сложно, что все не успевается. Вот поэтому поэтому я больше всего обращаюсь к общественности. Общественность более реагирует, чем чиновник. Вот поэтому я и спрашиваю, кто вы? Вы сказали журналист. На такие вопросы нам надо все-таки более острые вопросы ставить.
Ну, статьи выходили неоднократно на эту Я тему. понял вашу просьбу. Обращу внимание. Я Прокопий сейчас даже на обратном пути заеду. Это с какой стороны? Со стороны Дзержинского или со стороны Петра Алексеева? Хорошо. Пожалуйста. Меня только Прокопий Бубякин, Саха-Сирия. Сейчас заканчивается регистрация кандидатов на предстоящих выборах, и я вот вижу, что в УЛУСах сейчас выдвигаются молодые, может быть, или даже не совсем молодые люди, с которыми с довольно такими интересными программами. И мне хотелось узнать ваше мнение, если конечно, все это регулируется законом о выборах, есть ли необходимость такой дополнительной поддержки, поддержки, может быть, да, новых лиц для выборов. В частности, в Верхнеуральском УЛУСе зарегистрировалась такой молодая женщина Семенова Юлиана. И она сейчас ведет, мне кажется, неравную борьбу с тяжеловесом Владимиром Паскочиным. Кажется, чтобы шла такая равная борьба между кандидатами, если на ваш взгляд, есть ли необходимость дополнительной, может быть, поддержки таких кандидатов? Спасибо. Понимаете, на выборах мы прежде всего должны соблюсти закон. Есть у нас закон, который все-таки требует, чтобы мы не вмешивались. Но когда я буду говорить такие вещи, многие, конечно, скептически относятся, не верят. Но я правда говорю, что я не вмешиваюсь в это в выборах. Так и поддерживать и озвучивать о том, что кого-то я поддерживаю, будет очень сложно. Будет очень сложно. Я должен прежде всего создать условия, чтобы мы соблюли закон. Это входит в мои обязанности, в мои полномочия. Я должен создать стабильность выборной кампании в целом республике. Независимо, это поселение, район, республика. С другой стороны, конечно, есть определенные позиции, которые у каждого человека возникают. У меня всегда, если трое стоят, все-таки какие-то приоритеты могут быть, потому что я знаю по деловым качествам, по политическим каким-то качествам, по определенным подходам человека, его честности, его характеристикам и так далее. Я вижу, кто имеет преимущество в моем понимании. Вот это я всегда имел и буду иметь в виду. Но это не значит, что я должен идти, давайте только его избирать, я пойду агитировать, этого не будет. Я честно скажу, многие просят, чтобы я поддержал их. Многие просят, или много обращаются, чтобы я непосредственно поддерживал их. Ну, ходил там, за них агитировал, за их хвалил и так далее. А если просто попросят по-человечески оценку, то я могу дать оценку. Но не говорить из-за того, что там голосуйте за него. Я просто могу сказать, этот человек имеет такие преимущества, такие недостатки. Этот человек такие преимущества, чтобы люди правильно разбирались в человеке, в кандидате, который есть. И не более. Вот именно вот это надо. Хорошо? Егор Афанасьевич, продолжая тему очередей, да, уже который год охотники организуют живую очередь. И чтобы получить лицензию на копытных, люди ночуют, дежурят, хотят создать жеребьевку там и так далее. Вы как охотник, как к этому относитесь и как это можно упорядочить? Мне все равно не достается лицензии, поэтому я не охочусь. Так, я рыбачить могу, а охотиться не могу, потому что не достается и все. Но речь идет о чем? Когда весной ко мне обратились группа людей по отношению к тому вопросу, что навести порядок, я дал поручение Министерству охраны природы республики, которым возложено регулировать этот вопрос. И я попросил, чтобы все-таки у нас на 1000 человек 10 штук, значит, здесь живая очередь не спасет, поэтому лучше выбрать лотерейную систему.
То есть они должны сделать так, в моем понимании. Потому что пусть удача будет и на охоте, и пусть удача будет на выборе лицензии. Поэтому надо создать такие условия, чтобы не на живой, а живая очередь, она всегда вызывает недовольство при любых ситуациях. При любой справедливости все равно она вызывает. А вот когда человек идет, как лотерея, там, 10 билетов лежит, выигрышные из 100 билетов, пусть выбирает тот, кто этот билет вытащит. Вот и все. Вот такой механизм должен быть заложен. Но, к сожалению, в этом году не успели это разработать механизм. Поэтому со следующего года такой механизм будет заложен.